С сегодняшнего дня на территории республики из эксплуатации вывели ледовые переправы федерального значения, в том числе переправу Якутск-Нижний Бестях. Однако до конца недели еще будет работать переправа Хатас-Павловск. О том, когда ожидать полного прекращения автомобильного сообщения по льду и чем его заменят, расскажет Виталий Абрамов. Сегодняшний день вот этот нормально, еще ничего не видно. Бывает, вообще там плаваешь. Алексей Сысолятин занимается грузоперевозками, везет груз из Татты в Якутск. Ему сегодня крупно повезло, так как его грузовик успел пересечь переправу между Якутском и Нижним Бестяхом до официального закрытия и установления соответствующих знаков. Завтра же после обеда должен ехать обратно. Потом опять обратно сюда. Как раз в это время в районе Дарклаха работала комиссия по закрытию данного ледового перехода. Осмотрев состояние ледового полотна, уже серьезно подтаявшего за последние дни и сделав замеры толщины льда, комиссия решила закрыть одну из главных транспортных артерий республики. Знаки сейчас наши пригонят, бортовой УАЗик, они поедут от той стороны, установят там запрещающие знаки. Но столица пока не останется без связи с Большой землей. Республиканская переправа Хатас-Павловск будет функционировать примерно до конца недели. Там уровень максимальной грузоподъемности опустился до 3 тонн. Но все будет зависеть от погодных условий. Выведены из эксплуатации сегодняшнего дня ледовые переправы в Вилюйской группе улусов. Это в Сунтарском, Вилюйском, в Нюрбинском улусе через реку Вилюй-Марха, в Тампонском улусе через реку Алдан. Это переправа федерального значения. На период переостановки автомобильного сообщения будут работать суда на воздушных подушках. Стоимость проезда с прошлого года не изменится и составит 1000 рублей с человека. А затем, чтобы граждане не выезжали на лед, будет следить межведомственная комиссия. В период закрытия ледовой переправы госинспекторами ГИМС будет использоваться работа 1000. Так как на ледовую переправу осуществить перевозки или проезды на автомобилях мы не можем, так будем использовать что-то на городе. Таким образом, на сегодняшний день на территории республики уже закрыты 34 ледовые переправы. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.